Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Испанский футбольный клуб «Атлетика» обыграл английский «Ливерпуль» на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-0. Полузащитник испанского клуба Сауль отличился на 4-й минуте, забив единственный мяч в игре. «Ливерпуль» потерпел 4-е поражение в сезоне во всех турнирах, при том, что в национальном первенстве «Ливерпуль» в 26 матчах одержал 25 побед и один раз сыграл в ничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона. Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии. Продолжаем обзор футбольных матчей Лиги чемпионов. Германский футбольный клуб «Боруссия» дома обыграл французский «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе «Боруссии» дубль сделал 19-летний норвежец Эрлинг Холланд, отличившийся на 69-й и 77-й минуте игры. У ПСЖ отличился бразильянец Неймар. Норвежец делит первое место с нападающим Болгарии Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона. На счету обоих футболистов по 10 голов. Команды впервые сыграли с друг другом в Лиге чемпионов. Ответный матч между клубами пройдет в Париже 11 марта. Что касается новостей России в мире футбола, голкипер Юрий Ладыгин перешел в тульский футбольный клуб «Арсенал». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Последним клубом россиянина был турецкий Газиантеп, который он покинул в январе. Ладыгин с июля 2013 года по январь 2019 выступал за петербургский «Зенит». В его составе он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России. В составе сборной России на счету Ладыгина 11 матчей. В небо над Дубаем взмыл железный человек. Так местные журналисты окрестили Винсента Рефета, французского экстремала, управляющего реактивным костюмом. Подробности в следующем репортаже расскажет Никита Конев. Французский экстремал Винс Рефет продемонстрировал мастерство высшего пилотажа в Дубае. В своем реактивном костюме он взмыл на высоту почти 2 километра. Его джет-сьют оснащен крылом из углеродного волокна и 4 двигателями. Это оборудование позволяет ему разгоняться до 400 км в час, а также парить, менять направление и нарезать круги. Перед основным полетом Рефет размялся, сделав несколько вылетов на скромной высоте в 5 метров. После разогнался и взмыл вверх. Каждые 8 секунд он поднимался на 100 метров. Все шоу заняло около 3 минут. Потом он открыл парашют и вернулся на землю. За кажущейся легкостью полета стоят многочисленные тренировки. Рефет поднимался в воздух уже более 50 раз. Московский «Спартак» на своей площадке проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Результат встречи – счет 2-3. В составе победителей отличились Джордан Шрёдер и Станислав Бочаров. У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков и Яков Рылов. «Спартак» идет 5-м в турнирной таблице Западной конференции. В активе подопечных Олега Знарка 72 очка в 59 матчах. «Торпедо» прервала 3-матчевую серию поражений, одержав 2-ю победу в последних 9 встречах и занимает 8-е место, набрав в 59 играх 60 баллов. В следующем матче «Спартак» 20 февраля примет победителей Восточной конференции. Казанский «Акбарс». «Торпедо» в тот же день сыграет в гостях с санкт-петербургским «СКА». В заключительном 6-м матче группового этапа женской лиги чемпионов по волейболу московская «Динамо» на своей площадке обыграла французские «Каны». Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды. По итогам 6 туров столичный клуб с 12 очками занял 1-е место в турнирной таблице группы и с первого места вышел в четвертьфинал турнира. 2-е место на данный момент занимают «Каны», на 3-м идет «Марица», на 4-м «Уралочка». Четвертьфинальные встречи пройдут 3, 5 и 10-12 марта. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.